Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН против пыток и других форм жестокого обращения. Однако сам факт того, что задержанных допрашивали с применением пыток без адвоката, в нарушение процессуальных норм, он уже вызывает большие опасения и говорит о том, что едва ли с таким подходом расследование может быть действительно независимым и беспристрастным. И едва ли можно доверять результатам такого расследования. Надо было соблюдать четко нормы и принципы международного права, особенно гуманитарного, которые регламентируют отношения с заключенными, подозреваемыми, подсудимыми и так далее со стороны как органов безопасности и в целом силовых структур и правоохранительных органов. Необходимо надо было соблюдать принцип презумпции невиновности. Эти видео транслируются государственными и прогосударственными медиа. Таким образом происходит своего рода легализация или легитимизация пыток, но существует абсолютный запрет пыток, который означает, что даже если те или иные лица действительно совершили тяжкое уголовное преступление, их все равно нельзя пытать. По-моему, определенные социальные группы хотели, может быть, с элементами транснациональной преступной группы и так далее, хотели каким-то образом создать помеху в статусе стратегического партнерства между Россией и Таджикистаном. Во-вторых, может быть, хотели направить и сосредоточить внимание российских граждан на другие вопросы, наряду с военно-политического конфликта с соседней Украиной. В-третьих, когда акцентировали внимание на религиозные или национальные там моменты, это неправильно, это может привести к иным качественным конфликтам, в которых мы не заинтересованы. Цель террористического акта – это разжигание ненависти друг к другу, другой национальности. Посеять вражду между национальностями. И посеять раздор внутри самой страны, где в России проживает очень много национальностей. Сделать так, чтобы была обстановка дестабилизирована в самой России. Мы должны, наоборот, более быть сплоченными, вместе с другими странами вырабатывать общую такую концепцию борьбы с терроризмом.